Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Мои дорогие, огромное спасибо за ваши донаты. Каждый день прошу высшие силы за вас, чтобы вам послали в 1000 миллион раз больше, чем вы помогаете моему каналу. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что обязательно случится, а от чего можно убежать? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Что обязательно случится, а от чего я смогу убежать? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что в вашей жизни обязательно случится, а от чего вы сможете убежать. Что обязательно случится, а от чего вы сможете убежать. Так. Ну, смотрите, что обязательно в вашей жизни случится. Во-первых, в вашей жизни будет любовь и счастье. Любовь и счастье будет по-любому. Неважно, сколько вам лет, неважно, в каком вы статусе, неважно, какой жизнью вы живете, вообще неважно. Я вижу знак любви, я вижу знак счастья, когда два человека в союзе, причем союз этот венчанный прям высшими силами, понимаете, вас к этому подводит, вас к этому ведут. Все должно случиться именно по воле высших сил, по воле Создателя. Это произойдет обязательно. Любовь и счастье будет. Я вижу у вас, вы передадите свои какие-то внутренние установки, качества, доброту, таланты. Вы передадите либо своим детям, либо своим внукам, либо вот, передадите, как это может быть, не по наследству, да, но по зову сердца, да, вы как-то делитесь с другими людьми именно тем, что вы наработали, тем, что ваше, своими способностями. Вот, не знаю, может, откроете в себе какие-то дары, да, не знаю, дар лекаря, да, дар человека, который может предсказывать. То есть вы будете использовать это все в помощь другим людям, вы будете делиться своими способностями, помогать будете. Вот это я у вас вижу. Я вижу, что вы очень много в жизни натерпелись, пережили каких-то неприятных моментов. И у вас всегда был вопрос, за что и почему. Здесь идет однозначно ответ, что это отработка каких-то родовых программ. То есть вы тянули лямку, как говорится, за весь ваш род. Конечно, это может показаться несправедливым, но поверьте, это очень почетное звание, почетная обязанность, и вам обязательно это зачтется. Вы понимаете, вы идете как боец, спаситель всего рода. И это очень-очень редко вот кому выпадает, да, вот даже может быть несколько поколений недостойных людей, которым бы выпала такая честь. А вы вот видите, как вас обозначили. У вас, кстати, какая-то меточка есть. Меточка, либо знак вот именно рода. Какое-то необычное родимое пятно, либо формы необычной, либо цвета необычного. Про себя скажу, что у меня родимое пятно белого цвета. Вот такой знак. У вас тоже что-то есть. Может быть, родинка какая-то необычной формы. Вот отличительная черта, она обязательно есть. Вы можете даже чувствовать за собой это, вы можете чувствовать, и вам может род ваш снится, какие-то сны особенные снится. То есть информация у вас об этом есть, она в вашей жизни присутствует. Так, еще. Что обязательно случится? У вас будет ваш как это правильно, отчий дом, да, ваш дом будет, да, ваше родовое гнездо будет обязательно. Это место будет ваше место силы. Вы его сделаете по своим лекалам, может быть, сами там сделаете какой-то дизайнерский ремонт.
может быть, своими руками построите, либо купите за свои деньги. То есть это именно ваше место, которое именно принадлежит вам. Ваше, 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 на 100% ваше. Там все будет пропитано вашей энергетикой, и ну, это как ваш дом, ваша крепость. Это обязательно вам идет. От этого не спрятаться, не убежать. Это ваш, ну, ваш дар, наверное, на судьбу, чтобы у вас было именно такое необычное место. Это место, оно будет просто на века. Оно будет передаваться от одного поколения к другому. И знаете, вы... Я не пойму как, но я вижу, что вы как икона в этом доме. То есть ваш портрет, ваша, не знаю, какая-то фотография. То есть там будет висеть просто вечно. Сколько будет существовать этот дом, столько будет там присутствовать ваша энергетика и ваш образ. То есть, ну, прям не знаю. Вы и это место, вы неразлучимы, неразделимы. Вот такой момент. И я так скажу, что вы очень значимый человек для своей семьи, для своего окружения. И если у вас семьи нету, такое тоже может быть, то обязательно вас примут, да, в чужую семью, в чужой род, вас признают своей. И вы там станете очень значимым, знаковым человеком, о котором будут, не знаю, там слагаться легенды, о вас будут рассказывать истории. То есть память о вас очень долго будет жить. Это обязательно происходит. Здесь я вижу перед собой победителя, человека, которому суждено победить очень много, ну, опасных моментов, сложных моментов, может быть, даже какие-то болезни. Ну, к сожалению, так бывает, да, неприятные болезни случаются с нами. Я вижу, что вы сможете победить. Вы сможете победить все. Вы не только за себя сможете побороться, но и за других вы сможете побороться. Я вижу, что вы сможете даже победить какую-то свою особенность, может быть, какую-то вредную привычку. Также можете стать примером, чтобы кто-то из ваших любимых людей тоже это победил. То есть ваше предназначение — это бороться. Бороться за честность, за справедливость, за правильность. Понимаете? И вы это предназначение исполняете. У вас очень большая защита. Видите, вы как в колбе сидите. Защита, она же ваша броня по жизни. Вы ее периодически подлатываете, потому что есть такие субъекты, которые могут пробивать вас. Когда вас пробивают, когда вы слишком сильно, ну, расстраиваетесь, отчаиваетесь, да, тогда вы открыты, тогда вы сами, ну, как снимаете с себя свои доспехи, да, и вас пробивают. Пробивают вас те, кто, кстати, близко с вами находится. Это могут быть люди, которые вот рядом с вами живут, либо рядом с вами работают, либо кто-то даже из семьи может пробивать. Почему это делают? Потому что у вас особенная энергетика, очень сильная, очень мощная, и она целительная. Да? Вот человек там болеет, да, приболел, и либо ему там не хватает энергетики, да? Где ее взять? Ну, у другого человека, да, а у кого брать? А у кого самая вкусная, у кого самая мощная, а у кого? У вас. Вот и все. Поэтому и происходит. Вы можете иногда задаваться вопросом, почему там, например, коллеги на работе меня цепляют, да, либо начальство там на меня иногда спускает всех собак, да, либо кто-то из близких, из семьи там иногда подбешивает, да. Это все потому, что люди хотят вас вывести на эмоцию и немножечко урвать вашей необычной энергетики. Но что сказать, есть такие грешки, даже самые люди тоже, самые близкие могут подвампиривать нас. Поэтому, мои дорогие, старайтесь, чтобы вас ничего не раздражало и не выводило из себя. Вот вы в этой колбе сидите, да, вот и представляете, что никто не сможет вас ни пробить, ничего. И когда человек пытается к вам негативить, что-то говорить, он в отражение смотрит, в зеркало в себя видит. Да, и весь негатив, который он кидает в вас, к нему же назад и возвращается. Постарайтесь, у вас получится. Вы очень сильный человек, вот просто сильнейший кремень. Невозможно с вами ничего сделать, только лишь если вы сами не откроетесь. Еще, кстати, вам по судьбе суждено пересмотреть какие-то свои взгляды на жизнь и на себя. Потому что вы к себе как-то невероятно строги. Вот то, что вы прощаете другим, и то, что у других вы считаете нормальным, то есть себе вы вообще не прощаете. Вы очень невероятно требовательны к себе получаетесь. Не надо так жестить, особенно по отношению к себе. Это неправильно. Вы заслужили намного большего и намного лучшего.
Так, теперь давайте посмотрим, от чего же вам можно убежать. Во-первых, можно убежать от каких-то ваших особенностей в характере. Эта особенность, я не знаю, какая-то вот она вам мешает по жизни. То ли вы упрямитесь, то ли вы любите поспорить, то ли вы любите что-то подоказывать. Знаете, вот именно упрямство, да, наверное, упрямство таки. Упрямство и неумение, ну, пойти, наверное, на какие-то уступки. Вот это вам мешает по жизни. Вы бы очень много смогли бы уже сейчас добиться. Избавьтесь вы от этой привычки. Избавьтесь вы от упрямства и от маргинального образа жизни. Знаете, вот как будто бы вы вообще о себе не переживаете, вообще не печетесь, да? Как будто бы вы за спиной еще 10 жизней имеете. Знаете, как-то вы себя недолюбливаете. Вот это неправильно. Неправильно, потому что вы просто такую программу пишете деструктива. То есть я там себя не люблю, значит мне ничего особо не надо, ни счастья, ни радости, ни успехов. То есть я и так перебьюсь, да? Мне и так хорошо. Вот от этого нужно уходить, от этого нужно избавляться. Плюс я вижу здесь очень острую ситуацию, которая связана то ли с долгами, то ли с деньгами. Возможно, у вас есть кредиты, возможно, вы не имеете тех денег, которые вам нужны бы были для счастья, да. Вот почему-то мне идет, что вы человек немножечко такой транжира, да, что если у вас денежки есть, они, как говорится, вам руки жгут, да, вы стараетесь куда-то их пристроить поскорее. И вас вот этими кредитами, какими-то долговыми обязательствами высшие силы учат, что деньгами нужно распоряжаться правильно, с умом. Да, вот кто переживает, особенно нехватку денег, переживает вот прям, сложилось так, да, понимаете, что это именно идет наука. Покажите высшим силам, что вы готовы поменять себя. Здесь вам нужно даже при острой нехватке денег все равно как-то откладывать. Откладывать хотя бы там по монетке, там, на будущее, на какую-то хотелочку, чтобы вы именно высшим силам показали, что вы умеете экономить и что вы умеете правильно относиться к деньгам. Это обязательно должно быть. И тогда вы избавитесь от бедности, от нужды и от неприятностей. Плюс я вижу, что на вас тут, я не знаю, тут то ли наводили что-то, то ли как-то на вас воздействовали. У вас какой-то негатив есть. Негатив очень такой старенький и негатив достаточно разрушительный. Вы как бы с ним срослись, сроднились. То есть я даже сразу не поняла, что это такое. Но тем не менее, вам обязательно нужно проводить чистки. Вы человек очень открытый, добрый, и вы... что тут скрывать, да, скорее всего, у вас есть способности, вы очень чувствительны к чужой боли, к чужим переживаниям. И вы можете вот несознательно, жалея человека намагиченного, да, у этого человека немножечко этот негатив на себя перебирать, да, желая облегчить состояние человека, вы несознательно на себя берете негатив. Это может быть такая ситуация. Может быть, знаете, кто-то вам нажелал в спину, вот прям нажелали вам, завидуя вашей доброте, вашей красоте, вашим каким-то способностям, возможностям. То есть здесь могло быть что угодно. Много людей будет смотреть, поэтому, мои дорогие, то, что есть, я говорю, да, это нужно снимать. У вас вот прям смола, вы вот идете, ножки у вас в смоле и прям липнете, залипаете. Неприятности все к себе притягиваете. Пожалуйста, обратите на это внимание. Проведите какие-нибудь чистки. Возможно, там обратитесь к специалистам, если у самих не получается, либо нет желания. Но, конечно, я вот всегда говорю на своих гаданиях, на всех гаданиях, что самая лучшая чистка — это когда сам себя, да, когда сам себя выпрашиваешь и отмаливаешь у высших сил. Поэтому, мои дорогие, займитесь и убирайте это, потому что это реально вам мешает. Это, вот знаете, вот такой огромный хвост, весь в репехах, весь в смоле, там на него куча всего нацеплялась, вам тяжело просто уже этот хвост по жизни тащить, поэтому нужно это убирать. Так, и последний момент. Я вижу, что вам удастся избежать больших неприятностей, потому что ваша интуиция, и плюс я вижу здесь подсказки извне, вам помогут уйти от беды, да, будем говорить прямо. Есть люди, злые люди, это может быть несколько людей, может быть один, которые решили вас как-то в своих целях, корыстных целях использовать. И прям план есть, план, которым люди пытаются действовать, исполнить его. И я вижу, что вы
выкарабкаетесь из этой паутины, выберетесь, да, и эти люди потерпят фиаско. А вы, мои дорогие, научитесь на горьком опыте, но тем не менее, я вижу, что вы избежите очень больших каких-то вот проблем и неприятностей. Так, пусть так и будет, да, пусть все проблемы и неприятности останутся на песочке, и время их сотрет. Мои дорогие, всего вам самого наилучшего, берегите себя, и до новых встреч. Всем пока-пока. Спасибо за внимание.